Знаешь, с годами еще больней. Мне хотелось бы рассказать историю про моего деда и его братьев. Мой дед был старшим из них, его звали Чимия, а потом Шиш и Мачга. Мачга, у него русское имя Дмитрий было, а Шиш носил одно имя Шиш. Все они жили в селе Атара, в своем родовом доме до начала войны. Он вел преподавательскую деятельность сначала в Гудаутском районе, в школах, в селах Гудаутского района, а потом по собственному желанию был переведен в школу села Атара. Только 1,5-2 года он смог отработать, потом его призвали в армию. Дедушка, когда был призван в армию, еще не был женат. Он только закончил учебу, 2 года проработал, ему 22 года было. Вот сразу вот после срочной службы попал на русско-финскую войну. То есть пока война продолжалась, это уже она перетекла в Отечественную войну. Он с одной войны на другую перешел. Он получал ранения, но никогда не отлеживался в госпиталях. Есть одна история, которая для нас, для всех, как сказка звучит. Его ранили в ногу, но пуля застряла. Врачи там в госпитале, в военном госпитале приняли решение не делать операцию, потому что не было времени на восстановление, и он мог потерять ногу, если бы его оперировали. И он тоже категорически отказался, было решено оставить пулю. Проходит несколько лет, и в него попадает уже немецкая пуля, и она, я сейчас рассказываю, у меня мурашки, и она выбивает ту пулю и проходит насквозь. То есть операция, которая была отложена, но до лучших времен, она не понадобилась, потому что каким-то невероятнейшим образом одна пуля выгнала другую, и он сохранил ногу и даже не хромал. Вот я помню, он ушел в возрасте 87 лет. Я его застала довольно здоровым таким человеком, который всех вдохновлял вокруг, который не знал усталости, который никогда не ворчал, не жаловался на жизнь. Вот нас 8 внуков у него. Никто из нас не вспомнит, чтобы он грубым словом, каким-то жестом или недовольным взглядом на нас посмотрел. Для него то есть наша улыбка была самая ценная в жизни, и он делал все, чтобы мы улыбались. Он очень не любил вообще говорить про войну. Для него это было очень больно, потому что он сразу вспоминал своих братьев, особенно того, который не вернулся. Второй его брат Мачга тоже был таким выдающимся воином, получал очень много наград, дослужился до генерала. Как распорядилась судьба, он ушел совсем молодым, он не дожил до 40 лет, он умер. И для деда воспоминания о войне были очень болезненными, потому что каждый день на войне он говорит, не дай бог даже врагам испытать то, через что мы прошли. К сожалению, он застал и нашу войну, нашу Абхазскую войну, и все это время он отлучился из своего родового дома всего на несколько дней, и то для того, чтобы навестить нас, внуков. Мы были в селе Отап, в высокогорном селе, для того, чтобы уберечь нас. То есть было решено вывести нас из Отары в Отап. И он всего на несколько дней отлучился, все остальное время он один находился в нашем доме, собирал провизию и кормил партизан. Есть еще история, когда к нему наведывались грузинские солдаты. Они, естественно, не спрашивали разрешения, были на танке. И когда они заезжали в нашу усадьбу, у нас двойные ворота. То есть они и первые, и вторые сбили танком и заехали. А у него был полный двор. Индюшек он кормил, там всяких курочек для того, чтобы у наших воинов была еда. Только ради этого я живу, для того, чтобы хоть чем-то помочь. Уже воевать не могу, но хотя бы едой снабдить наших солдат. Это вот то, что он нам говорил, когда мы просили его выехать. Он уже был в возрасте и мог бы уже отсидеться, но нет. И у него состоялся диалог с грузинскими. Они были совсем молодые солдаты. Ну что, дед, ты испугался, мол, мы к тебе заехали? На что он говорит, человек уже не способен меня напугать. Вы меня можете только удивлять своими поступками. Но мы сейчас сожжем твой дом, что ты будешь делать, и убьем тебя. Вот дом, вот моя казарма, все в вашем распоряжении, я с вами спорить не могу. Наверное, он каким-то благородством излучал какое-то благородство, что даже они не смогли на него руку поднять.
Они просто зашли в дом, ну, как обычно, помародерничали, все, что в доме было, забрали, но его даже пальцем не тронули. И для нас, для всех было удивлением, потому что мы-то все понимаем, что он довольно дерзко им отвечал на все их вопросы, и каким чудом ну, они сохранили ему жизнь, мы не знаем. У него получается, что у него даже не 2 войны, он почти 4 войны, то есть он непрерывно. Первая война, естественно, это вот по призыву, когда он попал на финскую, оттуда это все перетекло в Отечественную войну, а оттуда уже в японскую. То есть он, ну, наверное, причина, по которой он не вернулся, мы не знаем. Но, насколько я понимаю, их тогда не спрашивали. То есть если отправляли батальон, то он следовал за ним. Он в основном служил и воевал на территории Украины. Мой дед был среди тех, кто вот воевал до последнего, дошел до Берлина. Он награжден орденом Красной Звезды. Остальное количество наград настолько велико, что я даже могу ошибиться, их перечисляя. Да. Мы в детстве очень любили, мы становились так перед ним, и он нам свои награды одевал. И не хватало, то есть у меня места не хватало на его награды, потом следующие внуки становились. А я на тот момент была младшенькой, потом чуть позже женился его старший сын, и еще 2 внуков у него появились. И у него было такое выражение «Зигирейцбу, зигирейху бома, мамзарчакасхома». Всегда вот с таким юмором, с такой мягкостью. Он имел подход и к нам, к самым маленьким. А в нашем родовом селе можно спросить любого. Не было человека, который не испытывал к нему благовение и уважение. То есть это не было просто уважать старшего. Это было приятно увидеть человека. Я храню этот орден Красной Звезды, он находится у меня. И иногда, вот особенно в преддверии 9 мая, мы достаем награды, показываем уже правнукам, рассказываем. Вот сейчас младшая вот его внучка, она говорит: сделай мне фотографию, я понесу, вот когда будет бессмертный полк, я хочу понести. Мы с ее мамой аж прослезились, сказали, я сказала, что обязательно сделаю. Те частички истории, которые он нам оставил, то, что они помнят, для нас тоже это уже благодать. Дмитрий Квициня, Мачга, его все знают как Мачга на территории нашей республики. У него есть дети, у него остались потомки, есть внуки, правнуки. Они поручили мне упомянуть о нем. К сожалению, именно его боевой путь тоже мне неизвестен. Я знаю, что вот он дослужился до генерала, это все, что мне известно. Его ждала блестящая карьера, но, к сожалению, он заболел и умер. Про Шиш абсолютно некому рассказать. Он попал на войну, через несколько месяцев получил письмо. Получили от него письмо, и все. То есть дальше нигде, ни в каких архивах мы уже не нашли данные. Его ждал мой дед. Мой дед и жена моего деда тоже. Хотя она не была с ним знакома, она его поддерживала всегда во всем. У самой брат, ее единственный брат, тоже без вести пропал на войне. Вот когда мой папа говорил со своими сестрами, они при дедушке они об этом не говорили. Урчахак хахарги, именно хотя бы какая-то памятка, хотя бы знать место, где он последний раз был, хотя бы поговорить с человеком, который его видел, чтобы может, он что-то хотел передать домой, может, он был ранен. То есть это их все время беспокоило, потому что судьбу Мачги мы знаем, она печальная, но он умер у себя на родине, оставил за собой потомство. А что касается Шиша, он ушел совершенно молодым, и на сегодняшний день осталось только имя. Это не назовешь просто болью, то есть болью можно поранившись о ножик испытать боль. Это даже без громких слов, это когда каждая клетка отзывается на имя моего деда особенно. Когда мне позвонили, сказали, что может быть запись, я сказала, да, я с удовольствием расскажу про своего деда, потому что он заслуживает того, чтобы его помнили мы, а может быть потом через какое-то время это его внуки услышат, и еще кто-то с ним воевал, еще есть ветераны, которые живы, может кто-то слышал о них, может от своих дедов, от своих отцов. Главное, чтобы память жила о них. Для меня это очень важно, и моя душа отзывается. Мы можем ими гордиться. Мы можем и по сей день ими гордиться. Многие абхазские воины были такими, которые, попав на эту войну, показали мужество, именно абхазское мужество,
За каждого абхазского гражданина, который там воевал, нам не было стыдно. И мой дед и его братья были одними из тех, кем может и страна гордиться, и внуки, и дети. Знаешь, с годами еще больней.